Здравствуйте. В субботу вечером вас приветствует информационная служба ТНВ. Мы работаем в прямом эфире. В студии Елена Зинатуллина, и мы готовы рассказать о главных событиях. Для них защита Родины скоро станет профессиональным долгом. Радостно, что вот поступил, опять же, защита Родины. С другой стороны, что отрываюсь от близких. Сколько первокурсников сегодня пополнили Казанское танковое училище, расскажет Рамиль Галиуллин. Как всегда, они возвращаются. Хорошо, что вот рано пришли, а то раскупили бы все. Как в республике стартовали осенние сельхозярмарки, увидел Дмитрий Аренин. Лучшие картины получили оценки. Участников много, я вижу с других стран, очень много знакомств было. И нас очень хорошо встретили. Как завершился 19-й фестиваль мусульманского кино в Казани, расскажет Рамиль Шайдуллин. Ряд поручений сегодня на республиканском совещании в Доме правительства дал Рустам Минниханов. Райс республики поручил своевременно и организованно начать отопительный сезон. Минстрою, главам районов и городов необходимо в кратчайшие сроки подготовить все объекты. В первую очередь это больницы, школы, детсады, интернаты. Крайний срок – 15 сентября. На сегодня в Татарстане готовы 3200 котельных. В работе остаются 13 объектов в Казани, Нижнекамском, Агрызском, Чистопольском, Заинском и Верхнеуслонском районах. В кратчайшие сроки подготовить все объекты ЖКХ социальной сферы к отопительному периоду. Не только социальной сферы, инфраструктура. Ну и, конечно же, мы должны быть готовы запустить тепло при наступлении первых холодов. Дожидаться не надо, надо запускаться, чтобы никаких этих не было. Социальные наши объекты все должны быть готовы. Завтра, 10 сентября, в нашей стране единый день голосования. В Татарстане пройдут дополнительные выборы депутатов местного самоуправления. Предстоит избрать 161 депутата в 37 муниципалитетах. В 7 утра откроются 175 участковых комиссий. Рустам Минниханов поручил провести голосование в соответствии с требованиями закона и обеспечить меры безопасности на избирательных участках и в общественных местах. Сегодня под Казанью загорелась свалка. Как выяснилось, пожар возник на несанкционированной свалке рядом с Самосыровым. По предварительным данным, на площадке в 5 утра начал тлеть мусор. По сообщению МЧС, открытый огонь на площади 300 квадратных метров тушили сразу 12 пожарных, подвезли 4 автоцистерны с водой. Возгорание ликвидировали в час дня. К нашему приезду свалка тлела и поднимался столб дыма. Для полного устранения пожара большегрузы свозили грунт. Последнее крупное возгорание на Самосырова было зафиксировано 2 года назад. Что стало причиной сегодняшнего, весь день выясняли дознаватели Госпожнадзора. На место прибыло и руководство управления Росприроднадзора. Они и должны ответить на вопрос, кто виноват в случившемся. Нарушения здесь выявляли неоднократно. Зафиксировано, что нарушены требования при обращении с отходами. Напомню, что ранее сотрудниками управления данные нарушения уже выявлялись. В адрес лиц, причастных к совершению данного правонарушения, были вынесены постановления, а также рассчитан ущерб о нанесении негативного воздействия на окружающую среду. Общая сумма ущербов на данное лицо составляет более 2,5 миллионов рублей. Это по данной территории. Также по соседним территориям сумма ущерба в отношении виновных лиц составляет более 30 миллионов рублей. Вопросы сотрудничества в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также модернизацию инфраструктуры сбора, накопления и переработки ТКО Рустам Минниханов сегодня обсудил с генеральным директором российского экологического оператора Денисом Буцаевым. Его компания координирует действия регоператоров по переходу субъектов России на новую систему обращения с ТКО, предусмотренную национальным проектом «Экология». Завтра в России отмечают День танкиста. Сегодня в преддверии праздника первокурсники Казанского танкового училища приняли военную присягу. Отныне готовятся защищать страну будут 200 парней в погонах. Молодых танкистов поздравил председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Он отметил, курсанты в стенах прославленного училища не только получают военное образование, а в эти годы формируется честь и достоинство русского офицера. Слова клятвы услышал и Рамиль Галиуллин.
На плац танкового училища торжественным маршем выносят знамя и флаги России и Татарстана. Только верные этим символам здесь становятся настоящими мужчинами. Торжественно присягаю на верность своему Отечеству, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации. Принимая присягу, курсант делает первые шаги на пути к военной карьере. Это не просто выбор будущей специальности, а обещание жить по совести и любить родину. Среди новобранцев Альберт Мубаракшин решил стать военным по примеру деда. 4 года мечтал поступить в Казанское танковое училище. Все, не мог представить себе этот день, как я принимаю присягу, становлюсь настоящим курсантом, танкистом. Когда вот этот же момент сейчас наступил, я понимаю то, что на мои плечи упал большой груз ответственности перед страной, родными, друзьями. Последний год усиленно готовился, физподготовка была. Учился он всегда хорошо. Была возможность поступить в другой вуз, в институт. Но он сказал: нет, я пойду сюда. На верность родине присягают курсанты со всей России. Владислав Володин приехал из Волгограда. Парень будет первым из семьи, кто станет военным. Как только поставили на командира отделения, я же из казачьего кадетского корпуса, то началась ответственность за людей. И как раз узнал о такой профессии, как замполит. Это военно-политическая работа, дабы мотивировать свой личный состав, а также помогать им в решении каких-то проблем. Я, конечно, рада, что кто-то же должен защищать Родину. В строю 200 новобранцев. Это будущие танкисты и замполиты. С присягой их сегодня поздравляет Фарид Мухаммедшин. Присяга являлась и является торжественной клятвой на верность. На вас возлагается большая ответственность за освоение военной науки, техники, вооружения и в будущем за обеспечение готовности армии к защите нашего Отечества. Уверен, что вы проявите свои лучшие качества и приложите усердие, настойчивость во время обучения в стенах родного училища. Вы присягнули на верность многонациональному, многоконфессиональному, единому народу Российской Федерации, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, охранять конституционный строй России и мужественно защищать наше великое Отечество. Гордость. И гордость за своего внука, за всех ребят, которые здесь присутствуют, и за их родителей, которые воспитали настоящих мужчин. Здесь очень много людей поступило. Гордость распирает за наших героев, действительно. У молодых героев есть на кого равняться. Целая плеяда выпускников Казанского танкового, легенды российского военного дела. 70 выпускников стали героями Советского Союза, 15 – героями России. 250 офицеров, окончивших училище, дослужились до маршалов и генералов. Идеальные примеры мужества и отваги будут у ребят перед глазами буквально ежедневно. Истории храбрых воинов, отличившихся в сражениях за Родину, навсегда увековечены на этой аллее героев. Так начинаются их будни. Торжество сменит распорядок. Курсанты отправляются в расположение. Теперь ребят ждут годы обучения и дисциплины. Рамиль Галиуллин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров республики за помощь жителям Лисичанска в подготовке к зиме. Об этом Райс Татарстана написал в соцсетях. Ребята помогают пожилым. Условия, к сожалению, есть не у всех. Одинокие пенсионеры не могут самостоятельно запастись дровами, утеплиться. Волонтерам большое спасибо за их помощь. Татарстан продолжает работу по восстановлению системы отопления в подшефном Лисичанске. Как сообщили в администрации города, наша республика подготовит к отопительному сезону 45 многоэтажек в районе РТИ. В Татарстане на 99% завершили уборку зерновых. На молочном более 3 миллионов 600 тысяч тонн хлеба. И сегодня новый урожай аграрии повезли в города. По республике стартовали сельскохозяйственные ярмарки. Только в Казани торговля развернулась на 14 площадках. Первый день, как правило, ознакомительный как для покупателей, так и для производителей. Первые изучают ассортимент, вторые – предпочтения горожан. Какие плоды дало жаркое лето, увидел Дмитрий Аринин. Под песни на русском, татарском и чувашском языках стартовала сельхозярмарка на улице Батаршина. Свою продукцию сюда привезли аграрии Дрожжиновского района. Это лето выдалось жарким и засушливым, и, как говорят фермеры, чтобы получить достойный урожай, пришлось хорошо потрудиться. В этом году меньше, чем в прошлом году. Но так-то вдаль дворены, весна пришла раньше.
и пораньше посеяли, влага побольше было в этом году. Вот это, наверное, и спасло. Как идет торговля и что на прилавках, проверить эту площадку приехало руководство Минсельхоза. Здесь и на других ярмарках представлен весь ассортимент сельхозпродукции. Дефицита каких-либо товаров нет, ажиотажа тоже не наблюдается. Как правило, на старте так и бывает. Цены здесь ниже рыночных. Картофель сейчас 18 рублей за килограмм, морковь 25, лук 22, мука 30, сахар 65. От 5 до 50% есть на некоторые продукции, допустим, дешевле, чем рыночные цены сегодня. Изобилие хорошее, как видите сами. 9 сентября он обычно всегда такой стартовый день, да, то есть мы смотрим, как люди реагируют на всю эту продукцию. То есть кому-то нравится, кому-то это может быть цена, может быть другой вид продукции, то есть согласно спросу. Допустим, может быть какая-то овощная продукция нужна, может другой вид какой-то продукции. Поэтому мы с людьми разговариваем, на следующей неделе все это обсуждаем, и, конечно, корректируется все, и объем продукции, и ассортимент продукции. Торговля сегодня шла оживленной, на площадке было многолюдно, но при этом очередей нигде не было. На некоторых прилавках с медом покупатели угощали горячим чаем, чтобы не было грустно в это дождливое утро. Прекрасно. Все есть хорошо. Прихожу, мне нравится. То, что рядом, не на транспорте, все нормально, все есть. Ярмарка очень хорошая, богатая, хорошо, что вот рано пришли, а то раскупили бы все. Как цены? Цены приемлемые. Ожидали хуже. Цены приемлемые, да. Нам нравится, вот мы каждый раз в соседские суда ходим. Это только первая суббота ярмарок. Каждую неделю они откроются в 6 утра и будут работать до полудня. Больше всего 14 площадок в Казани, по 1-2 в других городах. Привозить свою продукцию аграрии будут вплоть до 23 декабря. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Оставил университет, чтобы учиться, отдал свой Георгиевский крест бедному солдату, открывал школы для крестьян. Любопытные факты о Льве Толстом вспоминали сегодня в Казани. Сегодня 195 лет со дня рождения великого русского писателя. Утром почитатели его творчества возложили цветы к памятнику Льву Николаевичу в одноименном сквере. Затем отправились на экскурсию по толстовским местам. Она завершилась в доме Гарталовых, где расположен музей писателя. Что изменилось здесь к большому юбилею, в нашем репортаже. Занимался созданием школы, издавал журнал, воевал. Живой, непредсказуемый и такой разный. Льва Толстого сегодня вспоминали в сквере его имени. Здесь собрались ценители его творчества, школьники, студенты, филологи. Говорили о наследии Толстого как писателя, философа и просветителя. В год педагога и наставника мы тоже с благодарностью должны вспомнить Льва Николаевича Толстого. Ведь именно он, несмотря на свое графское происхождение, создавал школы для крестьян. Сам писал сказки для детей, рассказы для крестьянских детей, азбуку. Памятнику Льву Николаевичу возложили цветы. Отсюда началась пешеходная экскурсия. С Казанью писателя связывает многое. Здесь жили его предки, дед был казанским губернатором. Сам он провел в городе 6 лет. Братья Толстые, младшие братья и сестра, они жили вот там, где маленькие окошки. Где Толстой жил, где бывал в гостях и по каким улицам ходил в казанский период жизни, узнали все желающие. А его документы и предметы быта увидели на стендовой выставке во дворе музея Льва Толстого в усадьбе Гарталовых. Если говорить о важных очень документах, это прошение Льва Николаевича Толстого о принятии его в число студентов Императорского Казанского университета, написано на имя самого ректора университета Николая Ивановича Лобачевского. За вечные темы, мудрость и неугасающую актуальность любят Толстого уже нынешние студенты КФУ. Толстой очень такой сложный автор для чтения. Ну, наверное, мне очень нравится «После бала» и «Война и мир». Ну, в целом, в общем, такие произведения, которые достаточно классические. Вот они как в школе зацепили, сподвигли меня пойти вот в эту сферу литературы русского языка. Лев Толстой – это очень великий писатель. В Китае мы читаем по-китайски его книги.
Первым казанским домом Толстого стала именно эта усадьба на Епиева, 15. Последние 9 лет здание относилось к 39-й школе, и попасть сюда посторонним было не так просто. О проблеме говорили и ученые, и туристы. К большому юбилею большие перемены. Летом музей получил статус филиала национального. Его возглавила известная толстовед Лия Бушканец. На самом деле в Казани очень много толстовских мест, и, наверное, нужна не просто толстовская экскурсия по этим местам, а нужны памятные доски на этих домах. Мне кажется, что было бы очень важным для Казани создать такое толстовское пространство для туристов, для горожан, может быть, какие-то небольшие стенды около этих домов. Сейчас музею Толстого предстоит косметический ремонт, затем именно сюда из нацмузея перевезут все подлинные экспонаты, связанные с великим писателем. Лина Зинатульна, Данил Филатов, ТНВ Казань. Сегодня в Казань из Москвы приехали прямые потомки великого русского поэта Александра Пушкина. Елена Сабурова и Светлана Рощина – родственники писателя в 6-м поколении, по линии его старшего сына Александра. Сегодня они возложили цветы к памятнику своему прапрапрапрадеду перед театром оперы и балета. Почтить память выдающегося поэта также собрались школьники, учителя и представители Минобра. Визит Сабуровой и Рощиной в Татарстан приурочен к 190-летию пребывания Пушкина в Казани, а также году педагога и наставника. Напомним, что при поддержке руководства республики, комиссии по русскому языку при Райсе Татарстана и исполкома Зеленодольского района была создана ассоциация «Содружество образовательных организаций имени Пушкина и педагогов». В рамках нее гости из Москвы посетят все знаковые места Казани, где великий русский классик побывал в 1833 году. Хочется поприветствовать город Казань словами Александра Сергеевича Пушкина, который он сказал именно 8 сентября: «Мой ангел, здравствуй, я в Казани». С одной стороны, это очень приятно, конечно, быть проводником рода, но с другой стороны, вот реально это большая ответственность. Через Пушкина мы можем сохранить русский мир. Не только в пределах России, но и за рубежом тоже. Покажем Свияжск, покажем эту переправу, через которую переехал Александр Сергеевич и въехал в город. Ну и дальше уже все пойдет по маршруту. Та гостиница, где он остановился первый день, потом Казанский Кремль, как он сюда пришел и изучал материалы о Пугачеве. И дальше все дом Фукса, дом Перцева. Сегодня в Лаишево открыли кластер «Белые горы». Он расположился на берегу Кама. В него вошли лесной массив и декорации поселка Семрук. Кластер создали по национальному проекту «Жилье и городская среда». Лаишевский район в прошлом году победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Здесь оборудованы места для отдыха, где можно будет разместить палатки. Появилась детская площадка, парковки, безопасные подъемы и спуски. Теперь здесь можно отдыхать круглый год. Вот этот комплекс – это не только красота, это не только вообще вот география, это не только просторы наши замечательные, это не просто отдых, это не только про это еще и про нашу историю, про наших людей, про наше будущее. Люди ходят, шли, и сегодня они ходят, и перестарались, вот они людей посещают. Поэтому, когда мы это увидели, по просьбе нашего населения, думали, как можно сохранить, как можно оставить Семрук. Но для этого нужно, конечно, привести порядок в соответствии земельные участки, перевести земли из лесного фонда, земли поселения. Эту работу, слава богу, провели. В Нижнекамске завершился фестиваль региональных телекомпаний «Камский бриз». В этом году он проводится 3-й раз. Это профессиональная площадка для обучения региональных журналистов и оценки их творчества. О масштабе фестиваля говорят цифры. Количество участников перевалило за 150, стало больше и номинаций. В этом году конкурс посвятили памяти журналиста НТР Александра Комарова, погибшего в ходе специальной военной операции. Он был и поисковиком, много раз участвовал в вахтах памяти, возвращал родственникам без вести пропавших солдат. Кто стал обладателем премии в память о герое, расскажет Светлана Звонарева. Все это складывайте в сюжет. Материал у вас есть? На 3 дня Нижнекамск стал центром телевизионной журналистики Татарстана. Сюда приехали федеральные репортеры, республиканские редакторы и сотрудники районных масс-медиа. С одной стороны, тут мэтры журналистики республиканской делятся опытом с местными, и с другой стороны идет обмен между ними самими и обсуждение, наверное, проблем. И, наверное, формат снизу донести проблемы журналистики еще до руководства.
В этом году Камский бриз особенный. Он посвящен памяти героя, журналиста-поисковика Александра Комарова. Еще год назад он выходил на эту сцену за наградой фестиваля. Затем добровольцем ушел в зону СВО в составе батальона «Алга». Погиб в феврале при выполнении боевого задания. В дни фестиваля в НТР открыли мемориальную доску, а во дворе телекомпании высадили ель. Для всей нашей семьи это очень важный момент. И сам фестиваль, и открытие мемориала. Потому что человек проводит на работе большую часть времени все-таки. И Саша здесь практически жил в НТР. Поэтому можно сказать, что это место такое знаковое. Светлый, добрый, порядочный человек, верный друг, вне зависимости от времени года, суток или еще чего-либо. Если надо было, он работал и делал это 100%. Именем Александра Комарова названа главная премия фестиваля «Герои». Здесь участвовали журналисты, которые освещают ход СВО. Победителем жюри признала Эльвиру Мустафину из «Высокой горы». В этом году на конкурс приняли 160 журналистских работ. Жюри выбирало лучших в 7 номинациях: информационная программа, репортаж, ведущий, мобильный репортер, детская журналистика, искусство видеомонтажа, искусство художественной видеосъемки. Камский бриз — это вообще крутая идея. Вот так собираться всем вместе, журналистам, общаться, развиваться, мастер-классы, очень такая насыщенная, классная программа, безусловно, пойдет многим на пользу. В номинации «Информационная программа» лучшими стали «Хозяева», телекомпания НТР. Лучший репортаж у Елены Камаловой из Челны ТВ, лучший ведущий признали Альбину Аглиуллину из альметьевской компании «Луч». Светлана Звонарева, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. В Казани завершился международный фестиваль мусульманского кино. За 3 дня казанцы, гости и авторитетное жюри отсмотрели 50 картин, снятых в 20 странах. Фестиваль проводится при поддержке Раисы Татарстана, Минкульта и Духовного управления мусульман. Церемония закрытия кинофестиваля проходила в столичной ратуше. Здесь объявили лучший фильм, лучшего режиссера, лучшую женскую и мужскую роль. Рамиль Шайдуллин с итогами. Все хорошее когда-нибудь кончается, но в случае с Казанским фестивалем мы знаем, что только на год. Фестиваль завершен, но в памяти останутся десятки кинокартин, которые близки, если не географически, что уж точно духовно. Здесь я поняла, что у нас с татарстанцами намного больше общего, чем казалось. Много общих слов, много общего в культуре. Даже название города Казань по-татарски «Казан». У нас оно тоже есть. По традиции всех участников фестиваля встречает красная дорожка. Конечно, не все они победят, но каждый из них точно достоин этого. Ведь прежде чем попасть сюда, они прошли огромные жернова отбора, а после еще и авторитетное жюри оценивало все нюансы. Порадовало, что большое внимание авторы уделили гуманизму и человечности. Здесь совсем другой колорит фильмов. Здесь представлена Азия, Африка, здесь представлен Китай. Очень много для нас очень неожиданного кино. Его надо обязательно смотреть. И жалко, что зритель как-то не привык, что ли, его смотреть. Но в этих фильмах как раз и есть эта сердечная мышца. Очень трудно было выбрать фильм победителей, потому что они шли очень близко. Но мы старались работать максимально честно. Была широкая дискуссия, но окончательное решение было единогласным. Внутри Казанской ратуши, наверное, настоящий рай для каждого кинолюбителя, где еще в одном месте увидишь столько мировых величин. Среди них много и татарстанских кинотворцов, уже получивших широкое признание. Мы стараемся давать ответы на вопрос, какие ставить цели перед современным татарским кинематографом. Открывая фестиваль, председатель оргкомитета Фасиль Шейхразиев вручил специальный приз Раисы Республики за гуманизм в киноискусстве. Его получили авторы картины «Несчастный жених из Узбекистана». И, конечно, аплодисменты. На церемонию прибыл и специальный гость фестиваля Эмир Кустурица. Он поблагодарил Татарстан за гостеприимство. Не так много городов в мире, где президент, как ваш президент, как мы были у его гостям, он сказал слово как радость. Я желаю, что там, где я живу, чтобы президент говорил, как ваш президент. Здесь же легендарный режиссер вручил приз в номинации «Лучший национальный фильм». Его получила автор картины «Мишка» из Казани Юлия Захарова. Мы искренне поздравляем вас. Казань получила и приз зрительских симпатий. Авторы картины «823-й километр».
Для меня Казанский кинофестиваль всегда отличается по-особому, потому что это был один из первых фестивалей в моей жизни, и поэтому это для меня, ну, скажем так, родной фестиваль в родном городе. Поэтому я всегда его люблю, уважаю и ценю его мнение насчет моих и других фильмов наших сограждан. Лучшим актером фестиваля признали греческого артиста Ватгелио Андриаки, лучшим оператором нашего соотечественника Павла Медведева. Лучшими сценаристами стали Бахтиер Каримов и Мухиддин Музафар из Таджикистана. Лучшим режиссером Маян Гламбам Роми Мейтей из Индии, а гран-при получила картина без предварительной договоренности «Иран». Full-length feature film No Prior Appointment, без предварительной договоренности. Директор Беру Шуайби. Фестиваль завершается, но сегодня на церемонии закрытия у многих не только радость победы, но и небольшая нотка грусти. Ведь все хорошее когда-нибудь заканчивается, но только не в Казани. Фестиваль не говорит «прощай», фестиваль говорит «до новых встреч». Рамиль Шайдун, Алмаз Единов, ДНВ, Казань. Казань снова становится одним из мировых центров мультижанровой музыки. У центра семьи Казан в эти минуты выступают звезды, представляющие 8 стран. Это Россия, Китай, Бразилия, Индия, Турция, Армения, ЮАР и Мали. В столице второй день проходит музыкальный фестиваль «Сотворение». Сейчас на сцене легендарное кино. Давайте посмотрим. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте интернет-газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. Хороших выходных. Здравствуйте, Исян Месес, в студии Динар Бодрудинов. Погода в Татарстане в выходные изменится и снова станет теплее. Подробнее через несколько секунд. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер в сентябре со скидкой 10%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафа-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки дождей не будет, а температура станет выше. В Высокой горе, Зеленодольске и Балтаси днем облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. Температура днем повысится до 20 градусов тепла, ночью будет около 10. В Буинске, Тетюшах и Дрожжаном тоже тепло, днем до 21 градуса тепла, ночью до 11. Переменная облачность, осадков не ожидается. В Мамадыше, Нурлатах и Черемшане небольшая облачность, возможны осадки. Температура днем 18-19 градусов, ночью 9-10 градусов тепла. В набережных Челнах, Актаныше, Мензелинске чуть прохладнее и к вечеру возможны небольшие дожди. Днем 18 градусов, ночью около 10 градусов тепла. В Альметьевске, Бавлах и Лениногорске такая же погода, небольшие дожди во второй половине дня. Днем воздух прогреется до 18 градусов, ночью будет 10 градусов тепла. Погода в выходные будет комфортной для посещения туристических городов республики. В Болгаре переменная облачность, без дождей, днем до 20 градусов, ночью до 12 градусов тепла. В Свияжске такая же картина, малооблачно, без осадков. Температура 20 градусов днем, 10 градусов ночью. В Елабуге днем без осадков, ночью же возможны небольшие дожди. Здесь прохладнее, днем воздух прогреется до 18 градусов тепла, ночью будет около 11. В столице Татарстана погода тоже будет комфортной, осадков не прогнозируется. Будет переменная облачность. Температура днем поднимется до 21 градуса тепла, ночью будет 12 градусов. Атмосферное давление в норме 754 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Влажность около 40%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. До встречи. Кеннергес Умышлоболсон.